Хороводы, игры, атмосфера сказки. Новогодняя елка главы Республики Коми собрала детей со всего региона. Самым активным и творческим ребятам со всех уголков республики артисты Академического театра драмы имени Виктора Савина показали и новогоднюю сказку по щучьему велению. Анастасия Тюрнина о детском празднике. Маргарита Бабюк приехала на елку главы из Воркуты. Ученица школы искусств была приглашена в столицу не просто так. Она активно выступает и получает призовые места. Наряд на елку выбирала с мамой. Решила, что будет принцессой. Я подумала, что классно. Поеду обязательно. У меня мама любит желтый цвет сильно. И я начала от нее любить. Каждый юный гость праздника нарядный и каждый одаренный по-своему. Одни победители школьных олимпиад, другие в спортивных или творческих состязаниях. Они много учились и трудились на протяжении года, и сегодня пришло время получать подарки. Мы танцевали, играли. Дед Мороз очень веселый, Снегурочка тоже. Красиво здесь очень. Я просто поднимаю настроение ребятишкам. Новый год – это же чудеса, это что-то преобразование. Я их крашу по их желанию, а иногда и сама придумываю. Чтобы чуть-чуть какая-то сказка была, чтобы настроение у детей было хорошее. Ведь сама заряжаешься от них своими эмоциями. Ребята, сегодня в этом зале сидят лучшие ребята со всей Республики Коми. Согласны со мной? Да! Я очень рада, что вы это признаете, что вы это понимаете. И если вы это понимаете, значит, вы знаете, какая на вас возложена ответственность сохранить это звание лучшего в своей отрасли. И я очень хочу, чтобы Новый год воплотил все ваши мечты. Есть у вас какая-то мечта заветная? На сцене сказка по щучьему велению. Перед глазами детей настоящие чудеса. В проруби вода и даже живая щука. Вот удача! Щука, конечно, настоящая. Вот таких гигантских размеров мы ее выловили в одном из морей и океанов и транспортировали сюда. И в этом тоже помог наш театр. Сердцу хотелось чудес, сердцу хотелось добра, потому что я очень люблю ставить сказки. Этот материал на основе русской народной сказки по щучьему велению я написал еще в 2008 году. То есть она лежала много-много лет. И вот в театре была возможность эту идею реализовать. Ставя новогоднюю сказку, включить фантазию пришлось не только режиссеру, признается Евгений Сафронов. Артисты с удовольствием делились своими задумками и давали подсказки. Ведь дети – самая благодарная аудитория, говорят артисты. Но в то же время выступать перед ними – это самая большая ответственность. Ведь они, в отличие от взрослых, чувствуют любую фальшь. Щучьему велению, по моему хотению, ну-ка, ведра, в дом вступайте, до воды не расплескайте. Юные гости елки главы сказку по щучьему велению увидели первыми, но посмотреть ее смогут и остальные ребята республики. На сцене театра драмы новогодний спектакль покажут 30 раз. Анастасия Тюрнина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган. Елка главы прошла сегодня и для особенных деток. Их ожидало сказочное представление с различными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой, а после интермедиа с героями можно было сделать фото на память. Мальчишки и девчонки подготовились к празднику. Многие пришли в ярких костюмах и с гримом на лице. Мне понравилось. Дед Мороз, елка сожглась. Сейчас Дед Мороз в великом услуге. Я хочу, чтобы он вернулся в Сыктывкар. На праздник приехали ребята со всех уголков республики. Кроме представления, детям с ограниченными возможностями здоровья также показали спектакль по щучьему велению. У нас работают на мероприятии обязательно волонтеры, которые помогают и в передвижении, и в других каких-то событиях. И, конечно же, предварительно мы просматриваем спектакль для того, чтобы детям было, во-первых, интересно, а во-вторых, чтобы они действительно могли посмотреть его с максимальными удобствами.